Напоминание о событиях 1992 года, когда русские расстреливали ингушские села из реактивной артиллерии. Осетины шли за русскими штыками. Чечены поставляли оружие, в частности пистолет-пулеметы Борс осетинам. И с разрешения русских отжали ингушский Серноводск и Осиновск. А всему остальному миру было глубоко плевать на ингушей. Теркер мяжик. Разобранная до последнего кирпича. Все остатки от мечети, которая на тот момент, на момент 92-го была только построена, только возведена. Все стены были разобраны на стройматериал для своих домов мародерами, для домов, магазинов, других построек. Также некогда оживленная улица, где проживали ингуши, село Терк. Но до выселения это село Длинная долина называлось, то есть оригинальное название. А Терк это уже после депортации, после получения этих территорий мародерами дано название. Сейчас это уже выглядит как вековой лес. На самом деле очень густонаселенное место было, где жили десятки семей только на этой улице. После 92-го года село закрыто для возвращения ингушей. Такой вот нонсенс для правового государства практикуется 30 лет. Вот руины еще одного ингушского дома. Здесь Гамботовы проживали. Домовладение, вернее, все, что у тебя осталось после 92-го года. Дали. За 30 лет все здесь уже заросло, и кроме остатков забора ничто не говорит о том, что здесь когда-то жили люди. Да и забор сохранился только потому, что сохранился, вернее, только та часть забора, которая из бетона состоит, которую при разборе некуда было использовать. А все, что можно использовать, мародеры утащили. Разобрали дом, как видите, ничего не оставлено, и кирпичи самого ограждения двора. Все та же улица. А? Да, я здесь ворота. Сейчас ничего не говорит о том, что здесь было домовладение. Однако это именно так. Вот руины дома, где проживала ингушская семья. Фундаментные блоки, ворота, трубы, все, что есть. Вот это был подвал некогда. По-моему. 7 бо. Ай, навес. Как видите, весь кирпич, который можно было забрать, они забрали с разрушенных уже. Вот еще остатки некогда.
домов, где проживали большие семьи. Проживали мирные люди, которые были изгнаны со своих земель своих предков при потворстве властей России, в прямом и непосредственном участии вооруженных сил одного дома государства, ну, разумеется, при активном пособничестве и грабеже со стороны мародерских формирований. Здесь уже только воронки от снарядов и остатки стройматериала расхищенного. Фундамент забора. Уже сплошь заросший. Подобных построек здесь бесчисленное множество, если учесть, что тысячи людей проживали только в одном этом селе, а вообще в этом по периметру этому здесь 3 села. Ныне все 3 села закрыты. Подчеркну, что закрыты именно для возвращения ингушей, то есть по национальному признаку. Учитывая, что здесь проживало большое количество человек, соответственно, и домов достаточно, вернее, того, что от них осталось. Вот очередной двор. Как здесь обычно бывает, сохранились только фундаменты забора вокруг двора, фундамент домов самих. То есть то, что забрать не получилось, то, что не получается взять и вывести, демонтировать, скажем, это осталось. Все, что можно было погрузить, начиная от домашнего скарба, кухонной утвари, даже одежды, до чего угодно, любого имущества, и заканчивая строительным материалом с домов, все это было расхищено мародерами. Стройматериал пущен ими для возведения уже своих домов. Вот если присмотреться, здесь уже покрыты травой, лежат остатки кирпичей, которые они отсюда воровали с остатками строительной смеси. Следы бесчинства и бесстыдства. Вот ступеньки, которые вели в дом. Все уже заросло, различить сложно. От самого дома, разумеется, мародерами ничего не оставлено. Тем, чем могли поживиться, они поживились. Вот чем они здесь занимались на самом деле. Еще одной постройки во дворе. حاجة